И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Динамо», город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Группа для игроков не старше 17 лет. На поле встречаются команды. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, игровая футболка цвета салатовый и спортивная школа по футболу Якутия, город Якутск, Республика Саха-Якутия, игровая футболка цвета синий. А у микрофона для вас работает Алексей Семененко. Представляю вашему вниманию составы играющих команд. Начнем с хозяев. Голкипер номер 12 Евгений Грязнов. Далее полевые игроки. Номер 77 Алан Батуев, номер 99 Матвей Башкирцев, номер 24 Марк Веретельников, номер 94 Степан Гусев. 18 Владислав Ефанов, 19 Кирилл Копылов, капитан команды, 45 Алексей Махлай, 5 Дмитрий Серебряков. Номер 15 Ярослав Чигарев, номер 7 Владислав Шевченко, главный тренер команды Евгений Валерьевич Молоков. Гости. Голкипер, насколько я понимаю, номер 16 Илья Козырев, далее полевые игроки. Номер 3 капитан команды Михаил Кабанов, номер 11 Александр Александров, номер 13 Денис Бабюк, номер 19 Максим Гришин. 17 Оскар Гузаиров, 20 Александр Жирков, 7 Алексей Киселев, 5 Иван Климов. Номер 18 Данил Мирошниченко, номер 22 Владислав Радкевич, главный тренер команды Василий Викторович Ивочкин. Сегодняшнюю встречу обслуживает судейская бригада в составе. Арбитр в поле Эльдар Ширин Халафов, город Хабаровск. Первый помощник Артур Никитенко, второй помощник Илья Тарасевич, оба город Владивосток. Резервный судья Матвей Воронин, город Хабаровск. И инспектор сегодняшней встречи Сергей Борисович Александров. Стартовый свисток прозвучал. Этот матч начинается. Давайте вместе за ним с интересом наблюдать. Поехали! А буквально минут 45 назад завершилась встреча между командами этих же школ, но групп игроков не старше 15 лет. Там, в веселом быстром матче, несмотря на крупную победу хозяев со счетом 4-0, матч был именно такой, быстрый, веселый. Ну вот, как он закончился, мы с вами знаем. И еще раз давайте самые интересные моменты того поединка для себя вспомним. С удовольствием их в наших головах давайте их прокрутим. И переключаемся на вот эти вот команды футболистов, те, которые постарше. Шевченко направо. Серебряков. Оскар Гузаиров, номер 20 Александр Жирков, номер 7 Алексей Киселев, номер 5 Иван Климов, номер 18 Данил Мирошниченко. И снова Серебряков. Только сейчас руками. Из-за головы, из-за боковой, его вброс. Алан Батуев пытается сыграть технично. Номер 14 Михаил Кольцов, номер 15 Кирилл Копылов сегодня выступает как будто бы где-то в опорной зоне. Ввиду того, что Степан Гусев в стартовом составе вместе с Матвеем Башкирцевым в обороне в центре. Шевченко, Серебряков, от гостей прессинг. В воротах номер 12 Евгений Грязнов, номер 77 Алан Батуев, номер 99 Вновь мяч у Дмитрия, заброс, потеря. Марк Веретельников, Гости перехват. номер 94 Степан Гусев, номер 18 Владислав Ефанов, номер 19 Кирилл Копылов, номер В районе 45 средней линии события развиваются. номер 5 Дмитрий Серебряков, номер 15 Ярослав Толчок Чигарев, в спину. номер 7 Владислав Шевченко. Такое ощущение, что был. За последние Данил Мирошниченко является явно выраженным, выдвинутым футболистом. Степан Гресов, номер 28 Нападающий. Глеб Зорин, номер У команды 15 Якутия. Здесь при помощи Кучков, подката к номер мячу 10 тянется. Владислав Клименко, номер 29 Подбор. Роман Денец, номер 88 Даниил Нагервати. А вот такой вот Тренеры команды сперва короткий пас, а после этого длинный. и Евгений Валерьевич Молоков. Крупным планом Евгений Грязнов Судейская бригада в составе катит мяч налево. в поле. Матвей Башкирцев разгоняется и отдает крайнему полузащитнику Владиславу Ефанову. Тот далее взаимодействует с Копыловым. Подключается Махлай. Сергей Борисович Александров, город Артем.
Наброс верхом, Батуев скидка, Шевченко пас, Серебряков должен вот-вот появиться на экранах, и совершает он подачу, мяч, после которой точно в руки прилетает к Илье Козыреву, который вместе со своей командой уже во второй раз во Владивостоке. С «Динамо» ведь они уже здесь играли в этом сезоне. И что, и здесь можно продолжать играть? Хо-хо! Ну, такое интересное, конечно же, решение. Арбитра уже второе подряд. А вот здесь нарушение. Но Степан Гусев, видимо, пару раз дали ему серьезное давление на соперника оказать, сделал вывод, что, ну, в общем-то, это допустимый уровень контакта. Хотя, конечно же, похоже было уже пару раз до этого, что нечто наподобие толчка в спину позволил себе центральный защитник владивостокцев. До ворот целых 30 метров, а если быть точнее, 30, наверное, даже 2 или, может быть, 3. Разбег от игрока под номером 3 и удар. Это капитан попробовал вот с такой вот дальней точки по воротам попасть. Евгений Грязнов и Степан Гусев на коротке разыграли. Пас направо. Дмитрий Серебряков. Возврат. Ярослав Чигарев потихонечку начинает предлагаться под связку с защитниками. И вот он должен мяч получить. Уже прям активно просит его. Матвей Башкирцев. Сильно вперед бьет. Алан Батуев высоко выпрыгивает. И правило нарушает. Повтор момента. Денис Бабюк здесь сыграл. И вот такой стык после этого произошел. Кабанов. Отлично. Налево где? Киселев. А также здесь же слева Оскар Гузаиров. На Мирошниченко вброс. Башкирцев вперед. Батуев скидка. И с мячом некоторое время побыли гости. Партнеры капитану помогают встать, подняться. И Михаил Кабанов готов игру продолжить. Козырев. Гусев.
Кирилл Копылов. Ну вот, наконец-то он с мячом оказался. Правда, в данном случае ничего другого не оставалось, кроме как сыграть назад. Гусев. Грязнов. И сильный удар вперед. Батуев. Получил, развернулся, обыграл. Прокатил. Ярослав Чигарев налево. Ефанов. Подвешивает мяч. Подбирает его, бьет. Технично. Чигарев. Шевченко. Касание. Не точно. Гусев. Ну что ж, Оскар Гузаиров. Здорово забрасывает. А что случилось? Александр Александров в свободную зону бежал, но свисток его забег остановил. Видимо, в спину соперника подтолкнул. Башкирцев. И еще одна от Матвея длинная передача. Если бы мы с вами попробовали бы их сосчитать, то наверняка бы уже к пятерочке. К числу 5. Подобрались бы. Точнее, Матвей подобрался бы. Иван Климов. Правый защитник. Забросил классно, но вы обратили внимание, там абсолютно не было никого из его партнеров. У владивостокцев пока что Алан Батуев чаще всех на чужой половине успевает до мячей добираться. Пробует скидки совершать. Падение, перехват. Но здесь не убежать в сольном проходе. От Башкирцева и от Махлая. Грязнов. Гусев. Ну и пора бы отдать мяч, наверное, все-таки Кириллу. Вот. Делает. Башкирцев. Веретельников. Про Марка вспоминаем мы. Марк потеря. Отлично развернулся. Смотрите. Опорник команды гостей. Нужно рассмотреть его номер. Киселев. Слева адресатом паса стал. Попробовал 1 в 1 соперника обыграть. Мяч упустил. Копылов. Башкирцев. Махлай. Подача. И Шевченко чуть-чуть не добегает, чтобы в лед пробовать бить. Серебряков. Будет ли подача, как от Махлая? Да. Но только где-то к центру. А Алексей до этого в район дальней штанги. Вот такие навесы только что были. И здесь Шевченко. И удар по перекладину. С отскоком от перекладину мяч линию ворот пересекает. На 14-й минуте счет Кшор открывает.
Аплодисменты. Пятились центральные защитники. Где-то не успевал опорный полузащитник. И Владислав Шевченко этим воспользовался. Пробил с расстояния метров в 16. В левый для себя, правый для голкипера, верхний угол ворот. Хороший был. Хороший был момент. Единоборство, а после этого обыгрыша еще одного футболиста и второго сразу. А кому это так удалось? Владиславу Ефанову. Это он вот такую техничность проявил. И Алан Батуев тоже пробует использовать дриблинг. Киселев. Перевод. Нет, удар. Махлай. Мяч в ворота команды СШФ Якутия завел игрок под номером 7 Владислав Шевченко. Счет матча 1-0. Смотрите. Оба какие молодцы. Произошел стык, в результате которого на высокой скорости они, столкнувшись, вместе упали. И, как ни в чем не бывало, оба тут же подскочили, претензий друг к другу не имея, и позиции свои заняли. От гостей это был Владислав Радкевич, номер 22, выступающий в опорной зоне. Шевченко. Серебряков. Гузаиров попробует не дать себя обыграть. Отличный прессинг. И вот такая скидка от Веретельникова, падение после этого. Башкирцев. Потеря. Гузаиров. Радкевич. Фол. Мирошниченко. Степан Гусев. Не точно. Оскар Гузаиров. Хорошо. Соперника обыгрывает, а пас отдает неточный. Гусев. Башкирцев. Махлай. Грязнов. Вот так. На своей половине все вместе дружно. Гости расположились и пытаются
перемещаться. Дождались ошибки соперника. И Жирков в момент паса на партнера оказывается заблокированным, но не по правилам. Мяч попадает одному из владивостокцев в руку. Кабанов. Ну что, по диагонали налево? Да. Киселев. Копылов просит. А что дальше придумает? Еще один заброс от Степана Гусева, правда, в данном случае согласованным образом с Аланом Батуевым, который зарабатывает право на угловой. И к мячу отправляется Владислав Ефанов. Кирилл Копылов тоже. Подача. И отбор вот такой классный. Радкевич мчит. А с пасом торопится. Алексей Махлай попросил открыться слева. Передачу прокатил направо. Гусев. Еще один заброс. Нет, Шевченко. Потеря. Серебряков. И снова Радкевич. А это был под номером 11, тоже в центре действующий Александр Александров. И так как в центре трое: Александров, Радкевич, Жирков. Как вы догадались, это про гостей. Гузаиров. Копылов. Угловой. Итак, у команды спортивной школы по футболу из Якутска после 7 проведенных встреч 5 поражений и 2 ничейных результата. В домашних матчах против комсомольской команды и Благовещенской. Удар по воротам. Крупным планом нам с вами показывают автора того действия, которое только что вполне могло привести к голу. Так как после удара Марка Веретельникова мяч полетел туда, где находился уже всего лишь навсего метрах в 4-5 от ворот Степан Гусев.
Шевченко. Потеря. Александров. Гусев. Забег в котором... Кто был? Копылов? Пас, дошедший до Алана Батуева. Удар опаснейший. Будет ли еще один? Ловля. Илья Козырев. Мирошниченко попробует борьбу навязать. Падает. Сомнений в том, что все в рамках правил, нет никаких. Башкирцев. Сложно рассчитывать на то, что вот по результатам таких вот передач верхом. О, а здесь, например, передача верхом была, да, но Алан Батуев. Парень чрезвычайно мощный, и вот, несмотря на то, что он был окружен, на ударную позицию он умудрился и вышел. А точнее, выбежал. Ну, а когда передачи идут верхом туда, где Мирошниченко, а рядом с ним сразу Гусев и Башкирцев, ну вот как-то сложно представить себе, чтобы большие шансы были в такой-то ситуации у Даниила. Кабанов. А в данном случае получается. И Мирошниченко до мяча добирается, в штрафной он уже обыгрывает Гусева. Еще раз его обыгрывает, бьет поворотом, промахивается. А если бы забил? Воу! Классный шанс. Вокруг себя развернулся на 360 градусов. И после этого разворота ударил. Повтор момента, смотрите. Раз, два, три. Яркий момент только что Данил нам подарил. Подача. И удар, который все-таки не получается. Борьба. Это был Радкевич. Жирков. Бабюк. Батуев. Копылов. Классный перевод. Шевченко. Подача в район дальней штанги врывается. Ефанов скидку совершает. Попадание мяча в руку. В момент попытки в него сыграть.
Серебряков. Итак, здесь мы слышим на 30-й минуте мощный заряд приморских болельщиков. Игра продолжается и... Веретельников, Серебряков. Подача, борьба, Ефанов, падение. Копылов подбор, скидка. Махлай наброс. Радкевич бежит. Обыгрывает. Против него фалят. Бабюк. Нет, Киселев. Хоть он и номинально правый центральный, но он капитан. Алексей Киселев. Гузаиров. Игра рукой. Гусев. Шевченко. А выбрал вариант передачи на третьего в центр, несмотря на то, что предлагался рывок, совершая вдоль боковой линии Серебряков. В действиях Александрова фиксируется фол. Алексей Махлай. Но вот про такие удары вперед вратарем, голкипером команды гостей, пожалуй, была мысль, что они мало перспективны. Ведь мяч так долго летит, и защитников номинально аж 4, а нападающий номинально всего лишь 1, и шансов мало. Батуев. Прострел опаснейший! И успевает ногу Аскар Гузаиров выставить. Веретельников, падение, нужно подниматься, игра рукой. Радкевич.
Гузаиров. Что-то от партнеров попросил. И какие предложения у него после этого появились? Нет, ну Радкевич определенно нравится, как действует. Смотрите, какой же моторчик. Падение, нужно подниматься. С Жирковым они невысокого роста, но Радкевич и здесь. В борьбу включаясь, бедро выставляет, но фалит. Столько футбола юношеская футбольная лига дарит всей стране. Такое огромное количество команд, дивизионов, групп, игр в неделю, что даже и сосчитать-то сложно. Конечно же, чрезвычайно важное значение юношеская футбольная лига имеет для мотивации. И вот уже 4-й сезон она здесь, на Дальнем Востоке. Ну а в целом, если историю ЮФЛ взять, то сезон уже в целом получается 5-й. И за это время, конечно же, отношения очень многих и занимающихся, и тренеров, и руководителей, и всех, кто относится к школам, изменилось к тому, чем они занимаются. Масштабнейший, прекрасно организованный турнир. Который продолжает развиваться и огромное, но просто огромное количество людей во всем этом процессе участие принимает. Итак, Кшор, атака в которой Ефанов был близок к тому, чтобы в штрафную ворваться. Подачу совершает. И удар. Гузаиров бежит, Киселеву катит. О, Мирошниченко шанс получает. Грязнов, молодец Евгений, вовремя выходит. Столкновение серьезное. Шевченко и Александров. Владислав Радкевич в это же самое время предлагает свою версию того, как, на его взгляд, действовали футболисты одной команды и другой в этом моменте. Ну а мы с вами посмотрим на повторе. Но только остается посочувствовать Александру Александрову, потому что действительно ему здесь досталось, и ушиб весьма болезненный. Вполне здесь возможен. Ну вот, смотрите, уже сколько? Уже минута прошла, может быть, даже больше, а все никак. Болевые ощущения Александра не отпускают.
Гусев. Скидка на Серебрякова. Далее Батуев. Ложные движения. Уход вправо. Потеря. Нет, ну вы посмотрите, Александр все еще никак не может прийти в себя. Но вот вопрос здесь. Да, допустим ли это уровень контакта? Вот так. Чтоб. Чтоб вот в такой борьбе были такие риски получения серьезных ушибов. Замена в составе команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва вместо игрока по номеру Итак, замена, 94 которая, Степана Гусева. видимо, то, что видоизменяет и Зорин. позиции футболистов на поле. Из-за того, что Степан Гусев пределы поля покидает, в его позицию наверняка Кирилл Копылов падает. Ну а Глеб Зорин выходит в центр. Наверное, так. Климов. Нет, все никак не отпускает мысль такого реально сожаления, то, что Александрову так досталось. Ему все еще не очень-то и хорошо. До конца тайма остается 4 минуты. А в атаке Кшор. Глеб Зорин. Пас, удар по воротам от Владислава Шевченко. Башкирцев. Но есть Ярослав Чигарев, но почему-то он не используется при данном переходе. И совершается потеря. Киселев классно убегает. И здесь продолжает движение вперед. Гришин уходит. Который выступал в позиции правого полузащитника. Вместо него появляется тренер. У Андрея на спине номер 2. Вместо Максима Гришина номер 19 в игру вступил Андрей Тренин номер 2. И к каким видоизменениям позиций это приведет? Как будто бы тренер всем видом показывал то, что кто-то другой, не он, должен пойти направо. Зорин. Шевченко. Подача. И удар по воротам. Рядом со штангой мяч пролетает. Владислав Ефанов. Интересно как. Смотрите, Владислав Радкевич. Он сейчас в атаке. А, видимо, Данил Мирошниченко ушел направо. Ну, вот так.
Чигарев. Ефанов. Внимание! К основному времени первого тайма добавлена 1 минута. Ну, сложный такой тайм для того, чтобы как-то его оценить и найти много каких-то поводов и событий, которые мы с вами прям однозначно бы запомнили и ими, ну, как-то порадовались, восхитились. Есть преимущество владивостокцев, оно и понятно, но, наверное, все же слаженности. Пока что некой слаженности, которая, например, как раз бы была и любопытна, и приятна глазу, ее пока не очень много. Но с появлением Глеба Зорина наверняка ситуация сейчас будет меняться, и второй тайм Укшор будет почетче. Ну а что касается гостей, то они ищут свои возможности в контрнаступлениях. Слева Киселев достаточно активен, Оскар Гузаиров ему всячески помогает. В центре был Цепа Краткевич, сейчас он будет Цепа впереди. Александров падает, его в спину подталкивают. Желтая карточка? Ну, за фол в центре поля. Но Александр, смотрите, все еще никак бок не дает ему покоя. А вот на самом деле на месте сотрудников медицинской службы я бы так хорошенечко бы подзадумался бы, а нет ли риска того, что у парня после того-то стыка с Владиславом Шевченко не просто ушиб. И не стоит ли, раз он испытывает вот такие вот серьезные болевые ощущения, его из игры вывести и отправить на что? На рентген. Здорово. Радкевич в штрафную врывается, право на угловой зарабатывает, и буквально последние мгновения какие-то в этом игровом отрезке в первом еще остаются. На подачу точно времени должно хватить. Александр Жирков. Ну что, крутко. В сторону ворот. Летит мяч, выпрыгивает Мирошниченко и даже почти пробивает. Звучит свисток. И он означает то, что завершен первый тайм очередного матча 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва. Владивостокцы принимают спортивную школу по футболу Якутия. 1-0 хозяева ведут. На 14-й минуте Владислав Шевченко забил. Сольным образом все организовал. Метров с 15 прямо по центру. Здорово мяч отправил в левый для себя, правый для голкипера, верхний угол ворот. Но еще несколько шансов у владивостокцев в первые 45 минут были. Итак, команды отправляются на перерыв. Давайте мы с вами тоже, уважаемые зрители, позволим себе немножечко отдохнуть.
Макар, Макар, да иди сюда, я сижу здесь. Я здесь. Иди попроси. Не отвлекайся. И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Продолжается трансляция со стадиона «Динамо». Город Владивосток, Приморский край, где сегодня в очередном матче 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 17 лет на поле встречаются команды. Атакующая краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, Приморский край, игровая футболка цвета салатовый и их соперники. Спортивная школа по футболу Якутия, город Якутск, Республика Саха-Якутия, игровая футболка цвета синий. По результатам первой половины счет 1-0 в пользу команды хозяев. Благодаря голу, забитому на 14-й минуте Владиславом Шевченко. Номер 7 Алексей Киселев. Номер 5 Иван Климов. Номер 18 Даниил Мирошниченко. Номер 22 Владислав Радкевич. И номер... Еще пару моментов было классных у владивостокцев в первом тайме. Запомнились, пожалуй, два удара от Владислава Ефанова, один из которых оказался выловленный голкипером гостей, а другой рядом со штангой пролетел. Ну, а что касается гостей, то у них супервозможность сам себе создал и имел Даниил Мирошниченко. Помните, тогда, когда он смог оказаться прямо перед самыми воротами за счет классного обыгрыша Степана Гусева, изыскал возможность пробить. И всего лишь навсего совсем немного и чуть-чуть промахнулся. Вместо Дмитрия Серебрякова номер 5 в игру вступил Даниил Нагервадзе номер 88. Тренеры команды Александр Владиславович Ушахин и Евгений Валерьевич Молотов. На матче работает судейская бригада в составе. Судья в поле Эльдар Ширин Халафов, город Хабаровск. Ему помогают Артур Никитенко и Илья Тарасевич, оба из Владивостока. Резервный судья Матвей Воронин, город Гости. Хабаровск. Инспектор матча Сергей Борисович Александров. Потеря, и Алан Батуев скорость набирает. Александров рядом с ним. Скидка. И вот такой наброс. Голкипер гостей Илья Козырев, ловля. Ну что, давайте вспомним. Пара центральных защитников у команды Якутия. Номер 3 Михаил Кабанов. Номер 13 Денис Бабюк. Защитники слева и справа соответственно Оскар Гузаиров номер 17 и Иван Климов номер 5. В центре поля Александр Александров номер 11. Шанс у владивостокцев. Штанга. Свисток арбитра. Нет свистка арбитра. Можно продолжать играть. Хо-хо. Супер возможность только что была. Номер 20 Александр Жирков. И вышедший на замену Андрей Тренин номер 2 по ходу второго тайма. Вот такая тройка в центре у гостей. Слева и справа в полузащите Алексей Климов, номер 7.
Данил Мирошниченко, номер 18. И в атаке выдвинут номер 22 Владислав Радкевич после того, как замена произошла где-то минуте на 35-й, когда вышел на поле Тренин. Ну а что касается владивостокцев. Владислав Ефанов, один из тройки атаки. Вместе с ним Шевченко и Батуев. И еще одну возможность. Владислав Шевченко упускает, но просто с нескольких метров бьет куда-то вверх. Не поворотом. Хотя сегодня прекрасный гол уже один забил. Тройка полузащитников. Ярослав Чигарев, номер 15. Марк Веретельников, номер 24. И Глеб Зорин, номер 28. И четверка защитников. Кирилл Копылов, капитан команды, номер 19. Вместе с ним Матвей Башкирцев, номер 99. Слева Алексей Махлай, номер 45. И справа вместо Дмитрия Серебрякова, игравшего в первом тайме, вышел Данил Нагервадзе, номер 88. Голкиперы команд: Илья Козырев у гостей, Евгений Грязнов у хозяев. Тренеры: у Якутска Василий Викторович Ивочкин, у владивостокцев Евгений Валерьевич Молоков. Мирошниченко. Ефанов. 18 номер одной команды, 18 номер другой. Владислав при всем при этом еще и штатный исполнитель стандартов. Потеря от Алексея Махлая не вынужденная. Зорин. Ход в штрафную. Мирошниченко. Александров. Чигарев. Батуев. Перед ним Бабюк. Нагервадзе забегал. Гузаиров. Тренин. Радкевич. А что за свисток? У владивостокцев замена. Поле покидает Владислав Шевченко. Вместо него появляется Владислав Клименко.
Клименко. Мирошниченко разогнался неплохо. И все мы ждали, а что будет дальше? А он взял и выбил мяч в аут. Замену гостей. Номер Глеб 10. Шульгин сейчас появится. Вместо Александрова. Все-таки вместо Александрова, да, наверное? Получается, это Шон. Они немножко похожи между собой с Мирошниченко. И вот так вот. У меня лично сомнения возникли, хотя... В Якутии произошла замена вместо Александра Александрова. Номер Да, 11. это все-таки Саша. В игру вступил Глеб Шульгин, номер 21. Клименко. Кстати, давайте дружно, все вместе, сколько нас сейчас есть, наблюдающих за трансляцией, Александру пожелаем все-таки избежать травмы и поскорее восстановиться. Видите? Помните? Он уже страдает минут 30. Вот такой вот мощный ушиб получил. Будем надеяться, что всего лишь ушиб. Махлай. Доктор слабо бежит совсем. Нормативы не дает. Ну, да, перекачался, а? Бег не захотел. Ну, смотри, он еле бежит. Замена в составе команды Кривой спортивной школы Олимпийского резерва вместо игрока под номером 77. Алана Батуева в игру вступил Игорь Плаченков, номер 36. Ну что мы видим? Игра продолжается. В ней еще 30 минут. Командам на поле предстоит провести
И на эти 30 минут в составе КШОР вышел Игорь Клоченков, центральный нападающий, заменив Алана Батуева. Падение. Промах по мячу. Положение вне игры у 22 номера команды гостей. Радкевич. Потеря. Клименко. Красивый забег. Киселев и Махлай пытались друг друга опередить. Радкевич. Снова они поменялись позициями. Смирошниченко и Данил опять в атаке. А Владислав слева. Гузаиров. Хороший отбор. Радкевич нашел вариант паса. Глеб Зорин. Перехват. И предложений у него нет. Клим, опускайся. По седьмому. Башкирцев. Клименко. Отдай без игры. Отдавай пас. Бегай. Чигарев. Клоченков. Может быть, что-то придумают здесь? Клоченков. Клименко. Вот интересно получается, что команды располагаются очень на разных полюсах в турнирной таблице.
А к 65-й минуте счет всего лишь 1-0. Всего лишь навсего тот счет, который очень легко может измениться. Мирошниченко в погоне за моментом. Нагерват за нарушение. И за срыв перспективной атаки желтая карточка. А к мячу уверенным образом подошел игрок под номером 21 Глеб Шульгин. А Глеб у нас появился. Давайте вспомним, при каких обстоятельствах и кого заменив. Александрова. Итак, тот футболист, который штрафной заработал, он же и собирается его исполнять. Данил Мирошниченко. Номер 18 тщательно мяч устанавливает. Что мы про этого парня знаем? Кроме того, что ему 15 лет. Оу, 41 матч, 21 гол, кстати. За Предупреждение получили. предыдущие 2 сезона. И вот за... СШФ Якутия Оскар Гузаиров, номер 17. За игрок этот? команды Кривоспортивной школы Олимпийского резерва Владислав Ефанов, номер 18. Только получается не за 3 сезона, 2 полных, а за 2. Прошлый и этот. В общем, удар произошел от Данила только что. Хороший, плотный, точный. Евгений Грязнов, надежная, уверенная ловля. Замена в составе команды Кривоспортивной школы Олимпийского резерва. Вместо игрока под номером 24 Марка Веретельникова в игру вступил Степан Гресов, номер 70. Степан Гресов, номер 70, вышел, заменив Марка Веретельникова. Шор с мячом. Подача. Все продолжаю думать насчет того, сколько же сезонов у Мирошниченко. Ну, понятно, что это 3-й. Хотя бы даже по числу сыгранных матчей. Если 41 игра, то понятно, что 2 полных сезона уже позади. Ну, молодец. С мячом Махлай. Подача. Классная ловля от голкипера. Ефанов. Обыгрыш. И удар по воротам. Клоченков.
Ефанов. Итак, Игорь Клоченков скидку совершает. Копылов, Махлай. Киселев. Радкевич, Тренин, Мирошниченко, Гузаиров, Пятка, Даниил, навес. Оу. Андрей Тренин, желтая карточка, грубая игра. Только это Глеб Шульгин, номер 21. У Андрея номер 2. Ой, опасно пошел. Опасно и неоправданно. Повреждение получил игрок команды СШФ Якутия Глеб Шульгин, номер 21. Ефанов, пожалуй, самый заметный. Если в целом взять, по ходу всего матча в составе КШОР, он уже 3 опасных удара нанес по меньшей мере. И много передач сумел произвести. Бабюк. Если я не ошибаюсь, в прошлом туре с крупным счетом 1-7 и якутский коллектив уступил команде СКА. Но после того поражения сумели восстановиться и сегодня выглядят весьма боеспособно. Кабанов. Его очередной заброс. И у Алексея Киселева возник вопрос. А почему не по диагонали туда, где я? Клименко.
Нагервадзе смещается в центр, отдает налево. Обыгрывай! Обыгрывай! Клименко. Махлай. Зорин. От Жиркова убежал, а вот Бабюка прокинуть не смог. Ефанов. Что здесь помешало голкиперу гостей мяч поймать? Право на угловой зарабатывают хозяева. Кабанов. Радкевич уже готов. Можно бить. Там и зона свободная. Ну, где же этот пас? А что в этот раз с Кабановым произошло? Мирошниченко. Радкевич. Подача. Много-премного борьбы. Всю игру прям. Везде. На каждом участке. Нет преимущества. Кого-то над кем-то в каких-то персональных микродуэлях. Зорин. Огромное количество неточных передач. Здесь мяч доходит до Степана Гресова, удар от которого в девятку мяч вонзает. Похожим образом забил Степан, как примерно и Владислав Шевченко. Воспользовался тем, что свобода прямо по центру вдруг возникла. Мяч схватил, ворота увидел, точно ударил.
81-я минута. 2-0 впереди команда «Штор» город Владивосток. Мирошниченко. Все сам. Башкирцев, Махлай, Клименко. Пас вперед. Глеб Зорин разворачивается. Еще разок. Бьет по воротам. Владислав Радкевич уходит. Кирилл Васильев, номер 4. Вышел. Замена в составе команды СШФ Якутия. Вместо Владислава Радкевича, номер 22, в игру вступил игрок по номерам 4 Кирилл Васильев. Классный навес получился. И удар в касание. Не досмотрел за своим оппонентом Алексей Киселев. И в касание пробивавший Владислав Клименко только что супер шанс имел. Алексей Махлай здорово сыграл позиционно, но, правда, выбить мяч подальше не смог и сохранить его тоже. Но с точки зрения компактности вместе с Матвеем Башкирцевым они надежно расположились, и шансов Мирошниченко в том моменте не дали. Зорин в прессинге. И с пасом Глеб классный! И пас получился классный, а вот удар от Игоря Клоченкова чуть не получился. Андрей Тренин уходит. Михаил Кольцов вышел. Замена в составе команды СШФ Якутия. Вместо Андрея Тренина, номер 2, в игру вступил Кирилл Васильев. Нет, в игру вступил Михаил Кольцов, номер 14.
Ну что, Кольцов. Шульгин вперед. Махлай. И вот такой вот пас на Игоря Клоченкова от Владислава Клименко. Интересно так, подсказ. А в адрес голкипера. Не торопиться. Не торопиться, никуда не бить. Дождаться, чтобы партнеры заняли позиции. Потому что как мы с вами понимаем, для Василия Ивочкина, тренера команды из Якутска, ну, важным является все же нечто такое, наверное, более надежное. И более осмысленное. Замена в составе команды СШФ Якутия. Вместо Ильи Козырева номер 16 в игру вступил Тамерлан Аздоев номер 1. Зорин. О, отличный заброс от Мирошниченко. Но если бы там был Радкевич, шансы были бы, пожалуй, убежать. Нет, естественно, что они были и у Глеба Шульгина. Но не получилось. Но мы с вами уже практически досматриваем эту игру. 90-я минута идет. Ну, сложно как-то все-таки кого-то отметить в Кшоре, например. А ярче, чем Владислав Ефанов, наверное, да? Самый, ведь он был заметный. Но, правда, в обороне Матвей Башкирцев сверхнадежен. Как не сказать про это? И Алексей Махлай. А что касается гостей, то здесь Мирошниченко, Радкевич и, наверное, ну, мне лично как-то вот Оскар Гузейров понравился, особенно по первому тайму. Он был в своей позиции хорош. Замена у владивостокцев. Уже компенсированные 3 минуты свой отсчет ведут. Вместо Владислава Ефанова появляется Роман Лукьянец. И вместо Евгения Грязнова должен выйти Артемий Глушко. Вместо игрока по номеру 18 Владислава Ефанова в игру вступил игрок по номеру... Ну, Торчук в спину же, по-моему, очень
знаете ли, такой, который, ну, невозможно не заметить. Как бы вот не смотреть бы за этим моментом и откуда бы за ним не наблюдать. Но как-то он остался все же без реакции от арбитра. И супер возможность получается, то, что была у Глеба Шульгина. Замена в составе команды СШФ Якутия вместо игрока под номером 13 Дениса Дубюка в игру вступил игрок под номером 15 Кирилл Осипов. И замена в составе команды Краевой спортивной школы Олимпийского резерва покинул поле Евгений Грязнов, номер 12, в игру вступил Артемий Глушко, номер 1. И снова смотрите, Шульгин на острие. Как же все уже устали. Вот и как символ этой общей усталости вот это прихрамывание Гришина. Нет, прошу прощения, Климова. И поэтому-то арбитру уже ничего не оставалось, кроме как свой свисток окончательный и бесповоротный этому матчу выдать. Ну что ж, и данный сигнал означает то, что этот матч завершен. Очередной поединок в рамках 10-го тура розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Группы для игроков не старше 17 лет. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, город Владивосток, принимала на своем поле спортивную школу по футболу из Якутии. И победу 2-0 одержала благодаря голам Владислава Шевченко и Степана Гресова на 14-й минуте и 80-й соответственно. Ну что, еще 2 очка в копилку КШОР. Борьба за самые высокие места для владивостокцев продолжается. Ну а основная часть нашего репортажа на этом подходит к завершению. Впереди нас с вами ждет обзор опасных моментов и интервью игроков и тренеров. По одному от каждой из команд. Ну, а нам лишь только с вами остается на прощание еще раз обе команды за игру поблагодарить, КШОР с победой поздравить, друг другу всего самого лучшего и доброго пожелать. Ну, а я, со своей стороны, по традиции, как и в конце каждой трансляции, конечно же, призываю вас всех заниматься спортом, потому что спорта в жизни современного человека должно быть много.
Василий Викторович Ивочкин, главный тренер команды СШФ Якутия. Ваш комментарий к игре? Во-первых, хотел бы поздравить хозяев с победой. Победа заслуженная. Команда сегодня Кшор играла хорошо. Но мы все-таки хотели дать им сегодня бой. Конечно, если бы где-то, может быть, фортуна была на нашей стороне, и там, где соперник не забил, как мы понимаем, что в футболе как бы тоже удача играет определенную роль. Возможно, мы сыграли бы чуть получше. Но мы в целом результатом довольны. Не результатом, точнее, игрой довольны. Ну и результат как бы, конечно, отражение это нашей игры. Нам еще есть над чем работать. Очень много, точнее, над чем работать. Но в целом, как бы, вот по сравнению с прошлым туром у нас есть уже определенные сдвиги. Поэтому у нас там была пауза, и мы поэтому довольны. В целом, не то, что результатом, как бы, а то, что как ребята у нас прибавили за последнюю вот неделю. И поэтому сейчас будем цепляться за очки. У нас еще 2 игры на Камчатке сейчас и в Комсомольск поедем. Вот там желательно взять, как бы, все-таки команда Владивостока лидер. Идет сразу после СК Хабаровск. Это команда сильная. Ну, естественно, и как бы, как говорится, с одной стороны, вроде бы как бы лидеру не зазорно проиграть дома, но тем не менее мы хотели сегодня дать бой. А так, конечно, мальчишки мои молодцы, ну и хозяева, конечно, тоже сыграли сегодня очень хорошо. Спасибо большое. Удачи. Ну хорошо сыграли, прям очень-очень. Глеб Шульгин, полузащитник якутской команды. Ну, Глеб, твой комментарий к матчу. Чувствую, расстроен чуть-чуть. Ну так, есть немножко. Соперник хорош. Сразу видно, что готовы. Хорошо низом играют. Игроки готовые, выносливые физически. Но игра была хорошая. И мы атаковали, и они атаковали. Просто кому-то повезло, кому-то нет сегодня. В концовке первого тайма у вас было только несколько хороших моментов. Такие тяжелые минуты выдались для хозяев. Команда сохраняет, да, настрой и на самые последние минуты тоже стремится что-то организовать. Да, команда до конца, в концентрации, до конца играет. То есть все, ну, хорошо сыграли в конце. Поднажали немножко, и они играли, и мы. То есть концентрация на полную. Сегодня действительно упорная очень борьба была. Чего все-таки не хватило? Чуть-чуть, наверное, может быть, удачи, может быть, еще что-то. Ну, мне кажется, реализации где-то нет. Ну, где-то не хватает. Надо потренировать игру низом, чтобы как-то выходить. А так, ну, да, реализация все-таки подводит. Все, спасибо, удачи. Степан Гусев, центральный защитник команды Кровоспортивной школы Олимпийского резерва. Степан, с победой. Как оцениваешь игру? Спасибо. Оцениваю игру вполне нормально. У нас завершение подхромало. Соперник, как и в прошлый раз, встал в автобус. Надо было скрывать. Мы сделали это 2 раза. Забрали 3 очка. Двигаемся дальше. У тебя был шанс сегодня забить, что не получилось в этом моменте, потому что прям мяч вылетел, мне кажется, тебе прям на ногу. Не определился, какой ногой бить. Сначала хотел левой, а потом в последний момент понял, что надо бить правой из-за этого. Ты отыграл сегодня, получается, тайм, потом последовал замена тебя на атакующего игрока. Сам как считаешь, как свою игру оценишь? Много хотел назад, вот поэтому, наверное, заменили.
Ну все, еще раз с победой, молодцы. Спасибо. Евгений Валерьевич Молоков, главный тренер команды Крылья спортивной школы Олимпийского резерва, с победой и комментарий к матчу. Спасибо. Сложная игра для нас. Многое не получалось в завершающей стадии атаки. Якутия, на самом деле, несмотря на свое положение турнирное, довольно-таки неплохая команда, неуступчивая. Вот. Играют до конца ребята, нападающие хорошие у них, вратарь тоже. Вот. И поэтому нам было непросто. До самых последних минут счет был такой неуверенный, скажем так. Вот. Хотя вроде как преимущество имели, создавали много моментов, но в завершающей стадии мы либо торопились, либо наоборот, в общем, принимали неверные решения, к сожалению. Надо еще поработать очень много нам над этим моментом. Сегодня, скажем так, ротация достаточно серьезная была. Несколько игроков, которых мы привыкли видеть в старте, оказались на скамейке запасных, и наоборот, те люди, которые обычно на скамейке запасных, сегодня вышли в старте. С чем это связано? Это связано с тем, что мы немножко не до конца удовлетворены качеством тренировочного процесса со стороны этих людей. Вот. И поэтому приняли решение дать шанс другим. Вот кто-то не попал в старт, потому что не очень хорошо себя чувствовал в течение тренировочной недели. Кто-то не очень хорошо тренировался, скажем так. Вот. Кто-то у нас в линии атаки довольно большая конкуренция, и мы стараемся варьировать состав. Поэтому такие моменты тоже присутствуют, как смена игроков. Все, еще раз с победой, спасибо.